Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за следующие 10 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас готова. Давайте будем разбираться. Смотрите, здесь показывают вас и показывают, что в ближайшие 10 дней вам очень-очень-очень сильно повезет. Вот прям будете считать, что это какое-то сверхвезение, что вы любимчик, либо любимица судьбы. Но вот жизнь просто разворачивается. Смотрите, вот вы стоите, смотрите в правую сторону. У вас в руках показана огромная утка. Вот она, видите, утка. А у утки еще яйцо есть. Она в клюве его держит. И еще показывают, что у вас в руках как какой-то кусочек, отрез материи. Да? То есть все это вместе говорит про некие ресурсы, про некие очень хорошие ресурсные возможности, которые вы получаете. И получаете вот больше, чем ваши руки смогут удержать. Да? То есть вам еще придется постараться, чтобы все это удержать в своих руках, либо не выпало, чтобы ничего. То есть кусочек материи какой-то, утка, вот она четко, видите, вот она голова утки, вот оно ее тело, крыло. И утка в клюве держит яйцо. Это все вы получите в течение 10 дней. Видите, вот она ваша рука, но рука меньше, чем все то, что вам нужно удержать. То есть тут еще придется постараться все это в руках удержать. Очень хороший знак. Мужчины и женщины, тьфу-тьфу, дай Боже. Видно, вы хорошо накануне постарались, либо, может, это какая-то компенсация от высших сил, а может быть, вы действительно во что-то вложились, теперь вы вот назад таким прекрасным результатом получаете. Дальше показывают большую драку. Здесь люди прям смешались в кучу, клубком туда-сюда катаются. Вы находитесь в стороне. В этой драке, в этом выяснении отношений победителей не будет. А от этой драки выигрываете вы. То есть люди затеют драку выяснения отношений, друг друга там достаточно здорово поваляют, но блага от этого всего события вам достанутся. То есть где-то кто-то выясняет отношения, а блага к вам приходят так легко и так непринужденно, вы еще никогда ничего не получали. То есть получается, вы в стороне, руками ничего не делаете, палец о палец не бьете, но при этом получаете очень классные результаты, либо именно к вам благо идет. А эти люди, которые там дерутся, ничего хорошего их не ждет. Может быть, на работе такое произойдет, а коллеги там сцепятся с друг другом, и им потом по шапке надают, их уволят, а вы повышение получите, да, либо там зарплата больше станет, сможете спокойно работать, никто вас беспокоить не будет, да, там придут новые люди, будут более вменяемые, адекватные. То есть и такое может. Родственники могут разругаться, а вы как получаете выгоду из этого всего, хотя вы вообще туда не лезли. Может быть, еще что-то. Такой прям интересный знак. Если будет желание, вернитесь потом, отпишитесь, что все-таки произошло и какие блага вы получили, находясь в стороне. Дальше показывают карту, и на этой карте обозначен путь для вас, как этой пунктирной линией. Либо это какие-то координаты, которые вы получите, либо это какая-то подсказка, как вам двигаться, куда вам двигаться, каким путем идти. Карта найдет вас сама, либо через доброго человека попадет к вам в руки. Да, вот сами небеса направят к вам человека, который вам подскажет, расскажет, объяснит, компас даст, да, эту карту даст, скажет, вот иди туда, точно не пожалеешь. И вы пойдете и точно не пожалеете. А может быть, вы запутались очень сильно. Возможно, вы не понимаете, как вам выпутаться из той ситуации, в которой оказались. Добрый человек придет, карту в руки даст,
компас в руки даст и скажет туда. И вы пойдете и выйдете из своей тупиковой трудной ситуации. Такое тоже может быть. Дальше мужчину показывают. Мужчина почему-то на колено на одно падает. Тут может быть ситуация травмы, а может быть ситуация, что мужчина очень сильно хочет попросить прощения. Да? Вот он готов на колени падать. А может быть, мужчина хочет сделать предложение. Да? Еще такое может быть. И вы знаете, поведение этого мужчины и вот то, что он там на колено падает, для вас это будет таким шоком. И, конечно, хочется в это верить, но и все равно есть какие-то сомнения. То есть мужчина удивит, вот действительно удивит. Даже если вдруг там, не дай бог, травма произойдет, вы тоже будете в шоке, скажете, ну как так дома, и ты травмировался, да ты что, белины объелся, да? Какие-то такие эмоции будут. Вот. Но больше мне, конечно, не про травму идет, а про извинения, про признание своих ошибок, либо про то, что мужчина будет делать вам предложение. Не обязательно руки и сердце, но тоже такое, знаете, вполне себе приятное и очень даже интересное предложение. Так, дальше. Показывают, что вам какой-то рутиной придется заниматься. Так, что прям зубы сцепите, скажете, господи, чем я занимаюсь, что за ужас такой. Рутинная работа, долгая, монотонная, однотипная. Понятно, что это не лучшее, да, занятие для вас. Но с другой стороны, показывают, что нельзя отказываться, нельзя сдаваться, нельзя отступать. Нужно дело свое доделать. Вы потом поймете, почему. А если вы отступите, то могут быть какие-то проблемы. И вы упустите свою возможность, либо свое какое-то признание, призвание, что-то вы упустите. Значит, потерпите, делайте свою эту монотонную, рутинную работу, и поверьте, будет хорошо. Да, вам после этого будет хорошо. Потом сами себе спасибо скажете, что не отступили, не бросили и довели дело до ума. Мне вообще кажется, что вы такой человек, вы, да, можете поругаться сами про себя, но взятые на себя обязательства никогда не оставите, недоделанными особенно не оставите. Вот такой человек. Дальше. Здесь некий человек от вас щитом закрывался. Но этот щит, он буквально уже наладан дышит. Там уже такие трещины, как вот, знаете, вот если в стекло кинуть камень, и стекло не разобьется, а вот такой паутинкой пойдет, да, наладан дышит этот щит. И, возможно, да, щит был стеклянный, а стекло не самый лучший защитный материал. Вот, и человек там просто в ужасе от того, что вот этот щит сейчас рассыпется, и что будет, сам себя запугивает очень сильно. Я так понимаю, что вашему недоброжелателю прям очень сильно неспокойно, и у человека там внутренняя и внешняя паника, и человек из-за этой паники может совершать самые абсурдные и глупые поступки, которые будут вредить этому человеку, и вредить очень сильно. То есть, возможно, вам даже не придется наказывать этого человека, потому что человек сам себя по глупости накажет. Да, из-за своей глупости, из-за своей вот этой суеты, суетливости, и из-за того, что вот в панику впал, либо впала в панику. Щит наладан дышит. В течение 10 дней он точно рассыпется. Но к этому времени человек уже так налажает, так накосячит, что вам даже и руки не придется марать. Сам себя накажет. Еще, мои хорошие, показывают родственницу. Возможно, это не кровная родственница, возможно, эта женщина просто себя называет вашей родственницей, а возможно, это, например, представительница рода вашего партнера, настоящего, либо бывшего, либо потенциального, такое тоже может быть. Вы знаете, вот она о вас будет много говорить, кого-то будет про вас расспрашивать, и у нее лицо очень такое мрачное становится, потому что она прям была уверена, что есть какой-то компромат, что вы не такая хорошая, либо не такой хороший, каким хотите показаться. И вот с кем бы она, эта женщина, не говорила, все дают вам очень хорошую оценку, все вас хвалят, вас уважают, о вас очень лестно отзываются. И у нее прям лицо превращается в какое-то серое месиво. Прям, знаете, даже уголки глаз вниз полезут. Но грустные такие глаза, наполненные грустью. Она такая, да как так? Да почему? Да что это такое? Да почему ее все любят? Либо почему его все уважают? В общем, она будет очень сильно разочарована, но крыть нечем, сказать нечего, да.
И, возможно, вот эти все разговоры, расспросы по поводу вас все-таки сыграют свою роль, либо окажут свое давление. И, возможно, эта женщина действительно начнет к вам лучше относиться, либо как-то помягче, да, будет проявляться в вашу сторону. Вот либо свекровь мне идет, либо теща. Вот честно, для женщин, скорее всего, свекровь, а для мужчин теща 100%. Хотелось вас на чем-то горячем поймать, да, компромат накопать. Нету компромата. Нету, его просто не существует. Да? Наоборот, вас любят и уважают. Поэтому и лицо такое смурное. Дальше показывают хитрого человека, который вам поломанный зонтик вручает, либо продает. Так, если будете покупать зонты, не рискуйте, покупайте в проверенных местах и с гарантией, потому что действительно могут всучить что-то, что буквально сломается через 2 дня после использования, либо в тот же день, не дай бог. Это так, чтобы вы понимали, помнили, для справочки. А так вообще зонт — это знак защиты. То есть кто-то может вам сказать, что вот, типа, ничего не бойся, теперь я рядом, если что, я там вмешаюсь, впишусь за тебя и прочее, прочее. На самом деле этот человек либо веса не имеет, либо эти слова все пустые. То есть когда до дела дойдет, человек может просто взять и прыгнуть в кусты. Или просто взять и голову в песок засунуть, да, типа и я не я, и шапка не моя. Также человек может просто продавать надежду направо и налево, такой торговец с надеждой. Будьте поаккуратнее, не верьте в слова, верьте в факты, верьте в доказательства, верьте в отзывы, но не такие вот, как там в интернете пишут, да, потому что это могут быть и боты, и купленные отзывы, а верьте в живых людей, которые конкретно сами этот опыт пережили, либо их родственники пережили, которые вот все это испытали и могут вам четко подтвердить, либо опровергнуть, да. Стоит, не стоит, надо, не надо, оно, не оно. Вот в такое верите. Потому что с левой стороны могут вручить что угодно. Вы начнете верить, вы начнете доверять, либо вы потратите деньги, а потом будут вот такие неожиданные проблемы. Дальше. В течение 10 дней будет решаться какой-то очень важный для вас вопрос. И этот вопрос будет буквально балансировать между да и нет, между согласием и отказом. Там постоянно будут эти весы туда-сюда зашкаливать. И если это все отслеживать, то вы будете очень сильно нервничать, а нервы тратить — это прям плохо. Да, нервные клеточки выжигаются, выгорают, это очень плохо. Поэтому вам тут такая общая рекомендация: отпустить ситуацию и будь что будет. На самом деле я вижу, что в последний момент вопрос решится, и решится очень благополучно для вас. Вот тьфу-тьфу-тьфу. Но до этого колебания просто будут зашкаливать. И зашкаливать буквально вот каждую секунду. И если быть в курсе этих событий, то, извините, можно и с ума сойти от переживаний. Поэтому знаете, что что-то началось, да, либо процесс запущен, забудьте, отвернитесь, отвлеките себя чем-то другим, но не думайте, не узнавайте. Вот когда все решится, тогда и узнаете. Ответ на благо вам, я это вижу. Иногда на благо вам бывает и отказ, но в большей степени, да, либо с большей вероятностью это будет слово «да», да, либо принятие, либо слово «да». Вот просто не следите, не смотрите, закройте глаза, закройте уши, отвернитесь в другую сторону, потому что нервы тут, конечно, на пределе показаны. Колебаний очень много. Может, в принципе, так вопросы решаются, да, в той организации, либо учреждении, куда вы обратились, либо к тем людям, к которым вы обратились, потому что они именно так решают вопросы. Там диспуты устраивают, консилиумы собирают, и там люди прям спорят, да, доказывают. Но опять же, все равно люди руководствуются какими-то правилами, опять же, гуманностью и прочим-прочим, да, все-таки будет все хорошо. Дальше. Кто у меня поссорился? Вот кто поссорился? Вы зачем мириться не хотите? Вот скажите мне, пожалуйста. Кому нужна эта гордыня? Вот, честно, она вас счастливым делает человеком, ваша гордыня. Вот правда. Я без зла, я просто хочу у вас спросить, чтобы вы сами себе честно ответили. Ваша гордыня делает вас счастливым человеком? Вам от этого легче, у вас денег больше стало, солнце ярче светит, что вам теплее, комфортнее, что происходит? Я вот вижу, что вы поссорились, и человек очень хочет помириться, а вы прям категорически нет и все, заняли такую позицию, что нет и все. Не подходи, отходи, проваливай. Это неправильно.
Это неправильно. Понимаете, нет каких-то святых людей и нет идеальных отношений. Рано или поздно бывает и усталость, бывает и несогласие, бывают расхождения во мнении. Люди могут ссориться, это естественно, потому что именно в спорах, в ссорах истина открывается, и люди лучше друг друга узнают. Если вы перед друг другом постоянно расшаркиваете и раскланиваете, вы разве узнаете друг друга лучше? Либо этот ваш другой человек будет делать так, как вам приятно? Нет, не будет, потому что он не знает, как вам приятно, потому что вы молчите, да, и улыбаетесь, и готовы во всем услужить. Но это неправильно. Надо мириться. Надо мириться, иначе смотрите, что показано. Если не помиритесь до новолуния, то ситуация еще больше усугубится, затянется, и потом вообще будет под большим таким вопросом, помиритесь ли вы вообще в принципе. Оно вам надо. Из-за глупости, из-за мелочей поссорились. Нет, понятно, что для вас это драма. Извините, задело ваши чувства. Но, как я вижу, это все-таки мелочи. В огромном океане проблем это мелочи, то, из-за чего вы поссорились. Поэтому сделайте, пожалуйста, над собой усилия и хотя бы маякните, что вы готовы помириться. И человек, увидя ваш сигнал, конечно же, придет и будет с вами мириться. Надо помириться до новолуния. Новолуние у нас, по-моему, 14 числа. Успейте до новолуния, я вас умоляю. Иначе потом будет очень тяжело помириться. Даже уже потом захотите помириться, но сделать это будет тяжело в силу определенных обстоятельств. Так, еще показывают некую девушку. Девушка такая, знаете, легкая, молодая, в каком-то таком наряде симпатичном. А душа прям такая мерзкая, такая грязная, да, вот внешне она такая чистая, беленькая, румяненькая, улыбчивая, а внутри какая-то съежившаяся старая вонючая бабка мне идет, мерзкая вонючая бабка. Не дайте этой девушке себя обмануть, особенно если вы мужчина. Вот просто не дайте. Всегда критически мыслите и задавайте вопросы. Зачем, почему, от чего, как, когда. Да, задавайте вопросы. Эти вопросы вас просто вытянут. Она то ли гипнозом обладает, то ли у нее какой-то шарм зашкаливает. Может, это еще и, как знаете, навеивание идет. Поэтому умение задавать правильные вопросы, либо критическое мышление поможет вам не попасть в неприятность, не быть использованным. Извините, скажу, как вижу. Если вы женщина, смотрите меня, тоже, пожалуйста, себя берегите. Это первый момент. И второй момент. Знаете, что эта девушка, она может в моменте обмануть всех, но этот обман рано или поздно раскроется. И все поймут ее истинную суть, ее истинную личину, все узнают. Вот и все. Если вам будет обидно, то есть вы почувствовали, что она негативная, все прям ухают, ахают, ручки к груди прикладывают, думают, какая прекрасная девушка. Все равно рано или поздно все раскроется. И эти же люди, которые называли ее прекрасной, будут ее проклинать с пеной у рта. Да. Вот просто не обращайте внимания, держитесь подальше. Все будет как будет. А вот мужчины у меня в зоне риска все-таки находятся, потому что мужчины, да, они тают перед такими молоденькими, красивыми девушками. Так, еще кошелек, кошелек, кошелек. Ваш кошелек голодный. Вы знаете про это? Он кушать хочет. Видно, давно вы туда купюры не ложили. Либо, ну да, в современной реалии, да, многие люди не пользуются наличными деньгами. И все уже перешли не только на карты, но и вот в смартфонах, да, оплата идет. Но ваш кошелек голодный мне показывают, и он хочет кушать. Монеты нужны ему, монеты и купюры. Желательно разных номиналов и желательно положить, да. И еще, мои хорошие, таким знаком могут показать, что у вас будут траты. Опустошите свой кошелек полностью. Но с правой стороны, в принципе, наверное, траты будут нужные, важные, полезные. Не пустые, однозначно не пустые. Ну и так же, как подсказка, да, если у вас в кошельке там ничего нет, пусто, только карты лежат, положите туда хоть какие-то купюры и какие-то монеты. Это прям очень хорошо сработает для вас. Для того, чтобы кошелек ваш наполнялся. Дальше показывают вас, и у вас в руках маленькая лопата. Но вы совсем не хотите копать, а зря вы не хотите. Буквально высшие силы вам в руки дают маленькую лопату, такую, знаете, как вот детские эти лопатки для песочниц. Говорят, давай, копай, копай. Вот тут место хорошее, да.
тут клад зарыт, либо полезные ископаемые, копай. Ну вот как работа сама найдет вас, мне идет. Сама найдет работу, либо какое-то дело найдет вас. Если начнете его делать, либо начнете там копать в прямом смысле слова, то это чем-то хорошим для вас обернется. Может быть, какая-то там случайная работа, либо вид деятельности принесет вам просто потрясающие результаты, ну и станет для вас очень успешным начинанием. Дальше. 9 показывают. Скорее всего, это 9 число, либо на 9-й день от этой отсыпки. Радость. Здесь показана радость. И еще показан момент, который все меняет. Знаете, вот как компас в обратную сторону начинает крутиться. Если честно, вы будете в ударе, в хорошем смысле слова. У вас прям такое потрясающее настроение, как будто бы все звезды на небе разом зажглись и для вас сияют. Как-то так мне идет. Либо на 9-й день после отсыпки, либо 9 числа. Вот. Смотрите. Нет, ну такое событие вы точно не пропустите. Оно самой судьбой вам подарено, это событие. Дальше показывают встречу, которая все может изменить. Но опять же, как она пройдет? Если вы будете открыты, честны, добры, приветливы, если вы не будете, там, не знаю, спешить, если вы не будете скучать, то эта встреча может все изменить. А если вам, например, покажется, что эта встреча неуместна, что человек неинтересен, что человек, там, не знаю, какие-то глупости говорит, либо навязывается, ну, понятно, что человек считает ваши отношения, ваше настроение и тоже закроется. Не все то золото, что блестит, передают вам свыше. И иногда люди, представляющие ценность, могут быть действительно либо навязчивыми, либо скучными, либо не умеют, ну, правильно, не знаю, завести диалог, да, либо начать диалог. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Эта встреча все может изменить. Причем встреча может быть как между мужчиной и женщиной, так и между 2 женщинами, так и между 2 мужчинами. Просто, ну, как-то, да. В ближайшие 10 дней всех людей воспринимайте чуточку посерьезнее. Дальше показывают шторы. И шторы у вас закрыты, а их нужно, наоборот, открыть. Возможно, нужно больше света вашему дому, вашей комнате. Возможно, за этими шторами что-то лежит, потому что вы найти не можете, а вы их не открываете, либо так частично открываете и не видите, потому что на подоконнике что-то лежит. Но вот показано «шторы открой». И также шторами в эзотерическом смысле могут показать ваши собственные закрытые глаза, либо нежелание что-то видеть, к чему-то присматриваться. А это прям очень серьезно. Если открыть шторы, то вы увидите то, что нельзя пропустить, либо то, что может в корне изменить вашу жизнь и вашу судьбу. Да, какие-то возможности, какие-то варианты, какие-то, ну, блага, в конце концов. Да, шторы раскрывайте. Дальше показываю человека, на голове шапка скомороха. И, не знаю, похоже, этот человек — это вы. Люди то ли несерьезно относятся, то ли будут посмеиваться, да, как будто бы вы для них какой-то этот скоморох, клоун. И они такие хихи, ха-ха, лю-лю-ля-ля, типа не верят. А на самом деле смеется хорошо тот, кто смеется последний. Смеяться будете вы, и очень громко будете смеяться. А те, кто не верил, будут прям слезы пускать, слюни пускать, с протянутой рукой рядом с вами стоять. Просто не обращайте внимания. Они глупые, они не понимают, что они делают. Они себе отчета не отдают в том, что они делают. И обычно люди гениальные всегда с этим сталкиваются, их начинают там высмеивать, в них не верят. А потом, когда жареный петух клюнет, да, в причинное место, тогда все опомнятся и проснутся, и прибегут со слезами, со слюнями, и руки начнут тянуть в вашу сторону. То есть люди неблагодарные, я так понимаю, либо слишком такие вот распущенные, да. Вот. Пока, да, петух не клюнет, причем жареный, не понимают, в чем соль. Но поймут, точно поймут. Дальше. Некие женщины соберутся по какому-то поводу. Там прям разбор. Кого-то будут разбирать по косточкам и смаковать каждую из них, причем по очереди. Если вы такие мероприятия любите, ну,
как бы это ж никто никого не осуждает, да? Если вы любите встретиться с подругами, пообщаться, кого-то там обсудить, разобрать, окей, вы можете пойти, точно вам будет интересно, вам прям очень зайдет. А если вы прям категорически против, вы не любите сплетни, не любите такой формат общения, когда кого-то, кого нет, люди обсуждают, то, конечно, лучше откажитесь, потому что это может испортить вам настроение. И если вы там не будете активно участвовать в разговоре, вас могут заподозрить, что вы там засланный какой-то человек, либо что вы там то, либо сё. То есть, не очень приятно, да, лучше не ходить. Там чисто женщины соберутся. Понятно, что будут сплетни. А что еще женщинам делать? Хочется поговорить, либо нужно поговорить. Дальше показываю 2 башенки. В одну башенку вам дверь открыта, в другую наглухо закрыта. А вы прям хотите туда, где наглухо закрыто. Вы знаете, там двери нет. Как вы туда попадете? Не проще ли, не лучше ли пойти туда, где открыто, где все свободно? Просто иди, и все, тебя примут. Не надо идти туда, либо стремиться любой ценой туда, где входа нет. Это неправильная позиция, она деструктивная. Вы потратите время, вы потратите силы, вы расстроитесь, и все равно никуда не попадете. А вот если пойдете туда, где дверь открыта, может, там что-то интересное, важное, ценное и полезное, там вообще мне идет, звезды раздают, буквально раздают всем тем, кто обратится, кто придет. А звезды — это мечты, это желания, это какие-то ценные вещи, ресурсы, либо даже помощь какая-то ценная. Так что лучше идите туда, куда открыто. Но не зря же там открыто, а там закрыто. Значит, вам туда вообще не надо, где закрыто, а нужно только лишь туда, где открыто. Так, письмо, либо какое-то сообщение. Ой, там такое будет написано. Вы прям читаете и таете, вам так приятно. Может быть, это будет какое-то предложение, может, это какая-то похвала, может, это какое-то приглашение, может быть, ответ на ваш запрос. Но там будут очень хорошие вещи написаны. И вот почему-то мне кажется, что вы именно попали туда, куда надо. Да, либо оттуда, откуда надо, пришло вам это письмо. Очень хороший эффект на вас это произведет. И даже вот вы преисполнены чувством благодарности к тем, кто это письмо вам направил, да, либо кто его составил. И я вам так скажу, это письмо еще не раз сыграет свою роль в вашей жизни. Оно вам еще пару раз пригодится. Пригодится в решении какой-то ситуации. И для того, чтобы произвести правильное впечатление на незнакомых людей. Да? Вы просто покажете это письмо и скажете: вот это про меня, это я. Люди почитают и скажут: да, теперь мы понимаем, с кем мы имеем дело. И к вам, например, отношение может очень сильно и радикально измениться. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.